Добрый день, в эфире новости спорта, в студии Андрей Мухоплев. Российскому бойцу абсолютного бойцовского чемпионата UFC Забиту Магомедшарипову осталось согнать 4 килограмма для того, чтобы войти в весовую категорию. Об этом ТАСС сообщил сам спортсмен. Магомедшарипов 9 ноября проведет бой против американца Келвина Каттера. Поединок возглавит турнир UFC в Москве. Изначально поединок должен был пройти на турнире в Бостоне. Однако бой был перенесен из-за болезни россиянина. В активе Забита 17 побед и 1 поражение. На счету Каттера 20 побед и 3 поражения. Турнир UFC в Москве пройдет 9 ноября. В Москве состоялась презентация домашней формы сборной России по футболу для участия в чемпионате Европы 2020 года. Новая форма, которую сделала компания Adidas, выполнена в красном цвете с белым воротником. На рукавах расположены полосы в цветах российского флага. Форма вратарей не претерпела изменений. Сборная России гарантировала себе участие в финальной стадии чемпионата Европы 2020 года после победы над сборной Кипра в матче отборочного турнира. В заключительных играх россияне встретятся с командами Бельгии 16 ноября и Сан-Марино 19 ноября. В турнирной таблице группе «А» подопечный Черчесова занимает 2-е место, набрав 21 очко. Лидируют бельгийцы, опередив нашу сборную на 3 очка. Грозненский «Ахмат» сегодня проведет домашнюю встречу против екатеринбургского «Урала». Матч откроет программу 16-го тура российской премьер-лиги. Игра пройдет на стадионе «Ахмат-Арена» и начнется в 19:30 по московскому времени. Первую половину сезона можно считать удачной для клуба из Екатеринбурга, хотя они идут 9-ми в турнирной таблице, имея в активе 18 очков. В последних 5 играх во всех турнирах «Урал» одержал 2 победы, потерпел 2 поражения и 1 раз сыграл в ничью. «Ахмат» идет на предпоследней строчке в турнирной таблице. «Ахмат» имеет 1 победу в 5 последних играх РПЛ. В последних 5 встречах между командами в рамках чемпионатов России по футболу «Урал» трижды добивался победы. Дважды был зафиксирован ничейный результат. Всего команды провели между собой 17 матчей, в 7 из которых выиграл «Урал». На счету «Ахмата» 4 победы. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал петербургский «Зенит» на 200 тысяч рублей по итогам домашнего матча против ЦСКА. Болельщики «Зенита» использовали и бросали пиротехнику. Они зажгли несколько петард и несколько фаеров. Также была запущена ракетница. А это расценивается как бросание. На 78-й минуте болельщики «Зенита» бросали монеты на поле. Помимо этого, они скандировали нецензурные выражения. Также по итогам этого матча ЦСКА был оштрафован на 70 тысяч рублей за использование пиротехники. Тренер армейцев Виктор Анопко получил личный штраф в 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны. 2 домашних матча сборной Ирака по футболу в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года перенесены в Иорданию из-за акций протеста, проходящих в стране. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Ирака. По словам главы Федерации футбола Ирака, с инициативой переноса выступила ФИФА. Ближайший матч сборной Ирака сыграет 14 ноября с командой Ирана. В Ираке с начала октября продолжаются акции протеста против ухудшения условий жизни, роста безработицы и коррупции. Люди в Багдаде, а также в южных и северных провинциях требуют отставки правительства. Первые митинги проходили мирно, затем быстро переросли в столкновения с полицейскими и военными. За месяц беспорядков в стране погибли около 300 человек, 11 тысяч пострадали. Олимпийская сборная России по хоккею, в состав которой входит ближайший резерв национальной команды, уступила немецкой команде со счетом 3-4 в стартовом матче Кубка Германии. Соревнования проходят в немецком Крефельде. В Кубке Германии участвуют 4 команды – Германии, Швейцарии, Словакии и Олимпийская сборная России. Победитель определится по итогам кругового турнира, где каждая команда проведет друг с другом по 1 матчу. В следующем матче Олимпийская сборная России сыграет с командой Словакии, а хоккеисты из Германии встретятся со швейцарами. Обе встречи пройдут 9 ноября. Министр спорта и туризма Польши Витольд Банька избран президентом Всемирного антидопингового агентства. Его кандидатуру единогласно поддержал Совет учредителей ВАДА, заседание которого прошло в минувший четверг в польском городе Катовице. Банька был единственным кандидатом на пост президента ВАДА. В январе его большинством голосов поддержал Совет Европы. Поляк вступит в должность 1 января. Баньке в октябре исполнилось 35 лет. Он бывший легкоатлет. 1 раз принял участие в чемпионате мира.
министром спорта и туризма Польши был назначен в 2015 году. Срок его президентских полномочий будет рассчитан на 3 года, после чего он сможет быть избран на новый срок. На этом у меня все. О самых ярких и важных спортивных событиях в Якутии и в мире смотрите в следующих выпусках.